Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе обсуждались вопросы, волнующие жителей приграничного района. Президент встретился с общественностью Галского района. До конца года паспорт должны обменять все. Актуальный репортаж программы. Оппозиция заявила о своем намерении. Пресс-конференция членов Союза политических партий и общественных организаций. Президент Рауль Хаджимба встретился с общественностью Галского района. На встрече обсуждались вопросы, волнующие жителей приграничного района нашей страны. Подробности в репортаже Ирины Аршба. Галский район и город Гал меняются на глазах. И в этом большая заслуга руководства страны и района в частности, отметил в своем выступлении председатель районного собрания Юрий Квиквискири. В районе, как и во всей республике, очень много проблем. И сегодня есть возможность обсудить их непосредственно с руководством страны, подчеркнул он. Самое главное, как вы знаете, в Гальском районе это есть, сельское хозяйство, это только орехи и мандарины. Орехи почти были уничтожены. Это знает, здесь сидит хорошо, знает наш министр сельского хозяйства Дауд Тарба, который несколько раз приезжал и непосредственно тоже оказывал посильную помощь именно нашему району. Но такие трудности были, но в целом район завершил неплохими показателями. Это трудности есть, конечно, не правда ли? Но когда именно глава администрации работает, его окружение вместе с ними, единомышленники, вопросы поставленные, конечно, будут решаться на благо нашего народа. Галский район – это район, в котором до недавних пор была очень сложная криминогенная ситуация, связанная с организацией террористических актов и похищением людей. Например, только в селе Баргяб в период с 2010 по 2015 годы с целью выкупа был похищен 21 человек. По сравнению с теми годами, которые были до этого, именно в Гальском районе, здесь, наверное, вы здесь сидите, очевидцы, знаете, не правда ли, что какие процессы происходили, это партизанщина, а потом еще многие появились бандитские группировки, которые похищали людей, требовали выкуп. Эти вещи прекратились. Только за 3 года был один факт, эти партизаны, или как называется, бандиты были уничтожены, и после этого ни одно такое происшествие, чтобы человека похищали, за него выкуп требовали, таких фактов в Гальском районе нету. Раньше были такие, скажем, когда крестьяне вывозили свой орех-фундук на рынок, тоже ставили по дороге, автобус останавливали, и вот такие вещи происходили. Но в течение 3 лет такое уже в Гале не происходит. Несмотря на сложности в сфере сельского хозяйства, связанные с распространением мраморного клопа, Галский район завершил 2017 год с хорошими показателями, отметил премьер-министр Беслан Барцыц. При плане 48 миллионов выполнение составило порядка 45 миллионов рублей. Помимо этого, вы знаете, что есть республиканская дотация бюджета Галского района на уровне 132 миллионов. Все это было своевременно перечислено в бюджет Галского района, что позволило местной администрации без каких-либо сбоев и задержек выполнить все свои бюджетные обязательства в течение текущего года. В республике активно реализуется инвестпрограмма, и Гальский район нашел свое место в реализации этих мероприятий на 2015-2017 год, когда формировались эти мероприятия. Были определены с главой администрации района на уровне правительства ряд мероприятий, которые должны были найти свое отражение. Сегодня мы можем констатировать, что эти работы выполнены. Как сообщил Беслан Барцыц, в рамках инвестпрограммы 2015-2017 годов в городе Гал заменен магистральный трубопровод. Произведена замена трубопровода канализационного коллектора до очистных сооружений. Осуществлен ремонт 4 скважин. Самым дорогостоящим проектом в 160 миллионов рублей стал ремонт автодороги между селами Хяцха и Печора. Галский район также получил коммунальную технику и техническое оснащение районной больницы. Гал и Галский район, можно сказать, самый дисциплинированный в вопросах поступления налогов в бюджет страны, отметил в своем выступлении президент Рауль Хаджимба. Сегодня Гал и Галский район один из тех районов, который в большей степени говорить, если о поступлении в бюджет страны тех или иных видов налогов, то Гал впереди всех. Это касается и земельного налога, это касается и оплаты за свет. И что касается темы правопорядка. Да, действительно, Гал за последние несколько лет не создает проблем. Ситуация в районе стала совершенно другой.
Глава государства говорил и об общественно-политической ситуации в стране. Конечно, в любом демократическом государстве должна быть оппозиция, которая озвучивает проблемы и способствует их решению. Но жесткого противостояния в народе быть не должно, подчеркнул Рауль Хаджимба. Это процесс, который, к сожалению, имеет место быть уже не один год. Мы практически вперемешку живем, работаем и митингуем. Но это не полезно для страны. Это не нацелено на то, чтобы мы развивались. Оппозиция должна быть. И никто не говорит о том, что оппозиция не должна говорить о проблемах и создавать условия для того, чтобы ее мысли и чаяния, которые она пытается донести до людей, озвучивались. Мы не против этого. Но есть способы, которыми нужно доносить это до людей. К сожалению, не всегда это получается. Но это не означает, что мы должны жестко друг другу противостоять и создавать определенные сложности друг другу. Рауль Хаджимба также ответил на вопросы участников встречи, которые касались в основном гражданства и паспортизации, пенсионного обеспечения и вида на жительство. После встречи с общественностью президент посетил Центральную районную больницу. Здесь надеются, что при хорошей организации лечения и диагностики на месте у жителей района отпадет необходимость выезжать на обследование в соседнюю Грузию. Больница одна из на Востоке, одна из таких, скажем, образующих, да, вот министр не даст соврать, в системе здравоохранения, потому что здесь самое большое количество врачей работает. Сколько врачей здесь? 52. 52 доктора, медсестра, персонал, 8 машин скорой помощи. 2 недавно получили, да, сравнить? «Газель» получили. Получили за последние 3 года получили новые аппараты, рентгеновский аппарат, 2 кардиомонитора, 1 с республиканской больницы, 2 сам из Гудауту. И еще и МРТ вот сейчас получили. МРТ, который стоит 12 Здесь есть миллионов. кадры. Кадры это как бы... Я думаю, в Кварчили тоже будет больница, но там с кадрами будет. А здесь есть кадры, которые могут работать. В прошлом году для медицинского учреждения был приобретен аппарат МРТ. Правда, пока не нашлось подходящего места для его установки. Глава государства осмотрел место предполагаемого строительства кабинета магнитно-резонансной томографии и дал поручение премьер-министру изыскать средства на его строительство. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Выступление президента Рауля Хаджимба на встрече с общественностью Галского района смотрите в нашей программе сегодня. В Министерстве обороны прошли тренировки по стрельбе и управлению огнем с артиллерийской группой на имитационных средствах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Абхазия. Командирские занятия проходили в соответствии с планом подготовки вооруженных сил на 2018 учебный год. В ходе тренировки офицеры повышают практические навыки управления в организации боевых действий, непрерывном управлении подразделениями и их огнем, организации и поддержанию взаимодействия с общевойсковыми подразделениями и подразделениями артиллерии, разведки в условиях сильного радиоэлектронного противодействия противника и в их боевом обеспечении. Паспорт гражданина Абхазии нового образца необходимо получить в течение текущего 2018 года. Срок действия внутреннего паспорта гражданина Абхазии старого образца истекает 31 декабря 2018 года, после чего документ будет считаться недействительным. Как проходит процесс получения новых внутренних паспортов и насколько паспортные службы готовы к работе, расскажет Низ Фаршба. Для получения паспорта гражданина Абхазии нового образца у населения в запасе 11 месяцев. Но это не значит, что нужно ждать последнего дня отведенного срока. И даже в случае, если в документе указан 2020 год или даже более поздняя дата, паспорт придется менять. На данный момент документов нового образца выдано около 45 тысяч. Но процесс, который еще недавно шел очень активно, приостановился. Специалисты предполагают, что граждане решили отложить вопрос на более поздний срок. Скажем так, ближе к концу года. У нас паспортное управление есть такая очень просьба к населению во избежание того, чтобы в дальнейшем не было больших очередей и ажиотажа к концу года 2018-го.
по мере возможности приходили и в течение года, не дожидаясь окончания срока своих паспортов, по месту проживания и прописки сдавали на обмен. Паспортное управление уже изготовило около 50 тысяч бланков, почти 2000 из них на распечатке. В данный период специалисты паспортных управлений городов и районов республики обрабатывают 3500 паспортов. Но есть граждане, которые до сих пор не забрали готовые паспорта, и таких по стране почти 5000 человек. Паспорт нового образца имеет высокую степень защиты и соответствует международным стандартам подобных документов. И по некоторым данным по нему даже можно переходить государственную границу. Новый паспорт нужно получить до 31 декабря 2018 года, так как уже с 1 января следующего года ваш основной документ будет считаться недействительным. На сегодняшний день в паспортном отделе по городу Сухум ажиотажа нет. Мы работаем в плановом штатном порядке. С 9 до 16 часов осуществляется прием документов на обмен паспорта, а с 16 до 18 часов выдача. Возможно, в последующем выдача будет в субботний день. В этот год сотрудники паспортного отдела будут работать в усиленном режиме. Это означает, что и в выходные дни мы будем задействованы. Мы готовы к приему граждан. Пожалуйста, приходите, обращайтесь. Для замены общегражданского национального паспорта приглашаются граждане с еще не истекшим сроком действия паспорта. Это и до 2018 года, и до 2020, и до 2026 года. То есть сегодня все приходят и меняют на паспорт нового образца. С перечнем документов, необходимых для получения паспорта гражданина Абхазии, каждый человек может ознакомиться в паспортном столе по месту прописки. Он вывешен на главном стенде рядом со списком льготной категории граждан. Перечень не изменился. Все эти документы необходимы, чтобы, во-первых, избежать каких бы то ни было ошибок, а во-вторых, обнаружить незаконно выданные документы. Бланки паспортов, выданные с нарушением, выявляются, и люди письменным уведомлением уведомляются, после чего они обращаются в комиссию по гражданству, где на общих основаниях получают гражданство Абхазии. Срок изготовления документа начинает исчисляться не с момента подачи первой справки, копии свидетельства или фотографии. Лишь сбор полного пакета документов может гарантировать своевременное получение паспорта. Низ Фаршба, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. Оппозиция заявила о своих намерениях. В медиаклубе «Апсна Тудей» прошла пресс-конференция членов недавно созданного Союза общественных и политических организаций. В Союз вошли политические партии Амцахара, Единая Абхазия, Фонд социально-экономических и политических исследований АПРА, общественные организации Киараза, Абзанхара, Наш дом Абхазия и Союз ветеранов и молодежи Апсны. О том, какие цели поставил перед собой Союз, в репортаже Ренаты Шакая. Председателем Союза политических и общественных организаций избран Аслан Бжания. В своем выступлении он отметил, что все эти организации объединяет одна цель. Целью Союза политических и общественных организаций является создание ситуации, при которой глава государства добровольно и досрочно сложит свои полномочия. Мы понимаем, что это требование, оно очень серьезное. Мы в полной мере отдаем себе отчет, с какими событиями это может быть сопряжено, но так сложились обстоятельства. Требования об отставке президента не носят, скажем так, не являются новыми. С такими требованиями последние 2 года неоднократно проводились массовые общественно-политические мероприятия под руководством блока оппозиционных сил. На пресс-конференции не обошли стороной тему помилования лукаво. На этот счет у оппозиции свое объяснение. Я вам заявляю, как представитель фамилии Квитиния, когда случилась та трагедия, которую вы обо всем все знаете, представители фамилии Квитиния, 3 человека, были уполномочены от лица фамилии прийти к властям, к руководителям наших силовых ведомств и сказать, что даже на Хромова никого, на господина Жиба мы отказываемся, чтобы государство произвело обмен. И была точка на этом поставлена.
По мнению руководителя общественной организации «Киараза», депутата Народного собрания Дмитрия Атбар, создание подобного союза своевременно. Дмитрий Атбар участвовал в парламентской комиссии по рассмотрению факта передачи грузинским властям Георгия Лукава. По его словам, после заключения комиссии у него сложилось собственное мнение. Лукава не был обменен на осетин. Лукава не был обменен на Аджиба. Плюс то, что говорят, что президент имел право подписать, никто с этим не спорит, по Конституции он имел право. Но, во-первых, человек, который один раз уже был помилован, президент не мог помиловать его второй раз. Во-вторых, этот человек не отсидел 2/3 срока и автоматически не мог быть помилован. Плюс президент публично говорил, что решение парламента будет исполнять. Но через день после решения парламента, которое принято было единогласно, он нарушил уже 5-й пункт. Он не отстранил главу администрации президента. Наш президент не обратился ни к своему Совету Безопасности, естественно, не обратился к своей комиссии, которая была создана при президенте Республики Абхазия и которая подчиняется только ему. Мой вывод, как члена комиссии, почему он туда не обратился, в саму комиссию по помилованию, потому что там четко написано все эти пункты, которые я перечислил выше. Второй раз человек не может быть помилован. И ходатайства нету от этого человека. Никаких характеризующих данных по поводу этого человека нету. Председатель РПП «Единая Абхазия» Сергей Шамба отметил, что вхождение его партии в этот союз было обдуманным решением. Я уже 20 лет твержу о тех системных изменениях во власти, которые нужно сделать для того, чтобы парламент реально контролировал исполнительную власть. Пока этого не будет, мы сегодня имеем парламент, который создан для того, чтобы защищать президента, больше ничего. Я до этого несколько раз высказывался по отдельным вопросам, которые мне не нравятся, по поводу криминогенной ситуации, по поводу некоторых других вещей. А с этой ситуацией, которая связана с Лукаво, я не мог молчать. Меня это не может не беспокоить. Чиновники даже не понимают суть того, что написано в нашей Конституции. У нас написано, что мы строим демократическое государство, а президенты приходят и начинают править авторитарно. Вот и тут получается конфликт, который приводит вот к тому, что мы имеем сегодня в обществе, расколу, недопониманию, о том, что мы сегодня говорим, штурмовать здание или не штурмовать, как вообще об этом мы можем говорить вообще? Депутат парламента Рауль Лоло, руководитель общественной организации «Наш дом Абхазия», убежден, что необходимо предлагать обществу реформы. По его мнению, в первую очередь необходимы конституционные реформы. Нам нужна новая конституция, нам нужна адаптированная конституция с учетом реалий, которые сегодня сложились. Мы говорим о реформах. Мы говорим о перераспределении полномочий, потому что это очень важно. Если это проходить не будет, у нас опять будут очень тяжелые и сложные выборы впереди, сегодня, или когда бы они ни произошли. Вопрос отставки президента, он стоит по тем причинам, по которым здесь были озвучены и озвучиваются последнее время. Президент не выполнил обещания, и его команда уже эти обещания не выполнит. Руководитель республиканской общественной организации «Союз ветеранов и молодежи Апсны» Лаша Зуба, так же, как и другие представители партий и организаций, высказался за добровольную отставку главы государства. Я был на митинге, на вот этом присутствовал, и могу сказать, вот здесь и друзья, и коллеги, которые являются депутатами, члены комиссии, они работали внутри, а я простой горожанин, пенсионер, ветеран войны, которому не безинтересно было, как так, такой головорез, такой без по уши, можно сказать, крови человек был помилован главой государства. Мне было интересно, и что самое интересное, и до сих пор интересно, потому что я не услышал вразумительных ответов ни от самого президента, ни от его представителей. Конечно, это меня возмущает до глубины души, и что явилось, в общем-то, переломным моментом, когда мы вошли вот в это вот объединение. Пресс-конференция длилась больше 2 часов. Ее участники высказали свою точку зрения о сложившейся общественно-политической ситуации в стране. Рената Шакай, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. В этом году на территории Абхазии пока не наблюдается эпидемии гриппа. По словам врачей, это связано с тем, что население прошло вакцинацию препаратом Гриппол Плюс в начале зимы. Сария Смор продолжит тему. Хорошо, держи.
Маленькая Лине еще нет и 2 лет. Ее мама Кристина Дарсалия считает, что нужно обязательно вовремя прививать ребенка. Ведь вакцина защищает совсем его еще слабый иммунитет от различных вирусов. В коридоре, в своей очереди, ждут и другие дети. Многие из них пока не понимают, что происходит. А вот их мамы уверены в необходимости вакцинации. Вакцины очень хорошие, легко переносятся. И поэтому для будущего ребенка, для его состояния здоровья, я советую всем мамочкам делать прививки деткам. Прививка от гриппа – это средство, которое помогает запустить собственные защитные слои организма, помогает ему бороться с инфекцией, подготавливая его к встрече с вирусом. По словам главного врача детской поликлиники Ады Абухба, чтобы оградить своих детей от дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита Б и других достаточно опасных вирусных заболеваний, необходимо вовремя делать прививку вакциной Гексаксим, которая по составу соответствует всем требованиям Всемирной организации здравоохранения, не имеет побочных эффектов, привезена она из Франции. Это вакцина последнего поколения, идет вслед за пентаксимом. Есть лицензия, конечно, мы делаем не просто так, не наобум. Любой может попросить эту лицензию, познакомиться с ней, чтобы быть уверенным и спокойным в иммунизации своего ребенка. Ада Абухба также отметила, что в этом году пока вспышек гриппа не наблюдалось. И все это во многом благодаря вакцинации от гриппа, которая проводилась в начале зимы. У нас было 2800 детей по городу мы провакцинировали, это включая школы, поликлиники. И мы, конечно, очень благодарны тем сознательным и ответственным родителям, которые вакцинировали своих детей, благодаря чему создалась такая прослойка иммунная, которая, в принципе, защищает и тех невакцинированных детей, родителей, которые отказались от вакцинации. С начала зимы в медицинские учреждения с осложнениями после гриппа обращалось всего несколько человек. Тем не менее, впереди нас ждут несколько холодных месяцев. А это значит, что никто не застрахован от вируса гриппа, особенно те, кто не был привит. Регистрируется заболеваемость гриппов в допустимых пределах. Это не гриппозная инфекция, это острые респираторные заболевания, которые у людей, которые не делали вакцинацию от гриппа, несут за собой осложнения. В республиканской больнице всего 3 человек такие. Дети с 5-месячного возраста, подростки и взрослые – это та категория населения республики, которая должна пройти вакцинацию. Согласно официальной статистике, люди не всегда охотно соглашаются на прививки. Есть определенный процент скептиков, которые считают, что вакцины не помогают. Гриппозная вакцина не несет на себе никаких осложнений. Сейчас производители мировых вакцин достигли такого совершенства, что вакцина от гриппа даже не вызывает аллергических реакций. Поэтому вызвать какое-то заболевание или послужить, наоборот, каким-то фактором обострения заболеваний хронических у людей, такого быть не может. Врачи настаивают, вакцинация населения препаратом Гриппол Плюс, а также другими вирусными препаратами необходима населению. Только в этом случае есть вероятность того, что болезнь пройдет мимо вас и ваших близких. Сария Смыр, Леона Адлейба, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается облачная погода, ливневый дождь, местами переходящий в дождь со снегом. Температура воздуха ночью 4,9, днем 5-10 градусов. Температура морской воды 10 градусов.